Спели бы на Славянском базаре за 300 тысяч долларов. Ну, немножечко совсем. Пытанне ў грошах. Можно было бы и больше, конечно, но... Ці сочыце вы за творчасцю беларускіх праўладных артыстаў? Здравствуй, чужая милая, та, что была моей, по-моему. Творчество отравлено, я называю это так. Вы когда-нибудь голосовали за Лукашенко? Какой-то, я не знаю, это ж клеймо на всю жизнь. У вас были когда-либо отношения с поклонницами? Ну, это очень романтично. А у чым романтыка? Это ж рок-н-ролл, там, Наколькі заробак зараз менш, чым у Беларусі? допустим, 1000 евро, я не знаю, куда мне их засунуть. Вы шчаслівы чалавек, сапраўды. Спасибо. Вы глядзіце праграму «Шчыра кажучы», у якой знаных беларусаў правяраюць на паліграфія. Цягам 2 гадзінаў госць адказвае на пытанні адмыслоўца. Пасля адказы аналізуюцца, паліграфолаг перадае іх вядоўцы праграмы. І ўжо потым Арына Маліноўская абмяркоўвае адказы з тым, хто наважыўся прайсці дэтэктар хлусні. Сёння госць праграмы Юрый Стыльскі, лідар гурта «Дай дарогу». Юрый, вітаю. Дзякуй вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі. Якія ў вас адчуванні пасля нашага паліграфу? Ну, я даже показалось, что это одно из самых лучших шоу, на которых я за последнее время был. Вы хваляваліся? Я думал, что здесь будет так попроще, как-то по-любительски, а здесь такой масштаб, все довольно серьезно. Стоит даже волноваться немного. У меня уже есть вынікі на ваши отказы, мы можем начинать. Вы бы хотели быть популярным в России? Да. Сейчас вы бы хотели отправиться с гастролями по России? Нет. Спели бы на Славянском базаре за 300 тысяч долларов? Сейчас нет. Наш полиграф вам верить. Потому что я на все вопросы всегда говорил правду. Пытанне ў грошах? Так нет, Калі причем прапанавалі 1 миллион? Ну, возможно, я бы спел бы, направил бы эти деньги там политвязням. Ну, здесь, конечно, сложный вопрос. Здесь так... Ну, за 300 тысяч нет. А вы бы хотели быть популярным у России? Да. Но не сейчас. И наш полиграф вам верить. Это все логично. А калі б вы хотели стать популярным у России? Ну, допустим, в 2010 году, ну или в будущем, когда пераможа Украина. Только у таким выпадку? Ну, конечно, естественно. Вы бы хотели теперь поехать с гастролями по России? Вы Так отказали? Нет. Конечно, нет, ну. И наш полиграф вам верить. Ну, это как на Донбасс ездить, поддержать российских воинов. Считаете ли вы провластных артистов талантливыми? Да. Следите ли вы за творчеством белорусских провластных артистов? Да. Ну, немножечко совсем. Завидуете ли вы провластным артистам? Нет. Считаете ли вы песню «Белорусская жена» хитом? Нет. Вы напевали когда-нибудь песню «Здравствуй, чужая милая»? Да. Считаете ли вы Сладуху талантливым? Да. А як вы лічыце, ці ёсць сярод праўладных артыстаў таленавітыя асобы? Да, они творческие, очень талантливые люди. Ну. Наш полиграф вам верить. Ну, они убивают там 2 зайцев, пытаются и продвинуть себя, и там зарабатывать своим творчеством, и, естественно, прогнуться под режим и там как-то восхвалять это все. Ці сочыце вы за творчасцю беларускіх праўладных артыстаў? Ну, время от времени. Потому что они всплывают где-то там в новостной ленте, я там подписан, естественно, на какие-то каналы, и волей-неволей приходится следить, потому что интересно, скажем, там, что те же Дрозды засветились там на байк-фестивале в Лиде, на котором мы ежегодно выступали. Ну, под красно-зелеными там флагами ездили, парады. Для меня это удивительно. І наш полиграф вам верить. А за кім вы яшчэ назіраеце з артыстаў? Ну, те, которые всплывают, а так специально, чтобы подписаться на Солодуху там, или на тех же Дроздов, я специально не слежу за такими артистами. А ці ёсць нейкія іх песні, якія вам падабаюцца? Ну, у них много хороших песен. Талантливые музыканты на самом деле. Мы вам таксама задалі пытанне, ці лічыце вы Саладуху таленавітым. І вы адказалі, Да. наш полиграф вам верить. Как бы я сам понимаю, что,
скажем, «Здравствуй, чужая милая» — это хит. А як там далі? «Здравствуй, чужая милая» — та, что была моей, по-моему. Ведаєте. У него красивая мелодия. Он на самом деле талантливый чел. Но только как бы немножко не в ту сторону смотрит. А ці лічыце вы песню «Белорусская жонка» хитом? Нет, там вообще, вот эта песня мне не нравится. І наш поліграф вам вірить. І ви ніколи не напівали яе? Я первый раз ее услышал, и она такая была какая-то... Она отдает каким-то там какими-то 90-ми. Ви дослухали до конца? Нет. На Я только припев услышал и понял, что там белорусская жена, тра-та-та-та-та-та. Какая-то частушка какая-то. Ну, что-то такое слишком неприятно. Ці зайздросціце ви праўладным артыстам? Нет, Ніколі. ніколи. І наш поліграф вам вірить. У вас ніколі не было думак застацца ў Беларусі, жыць там, спяваць? Ну, были припадки, но только ради мамы там, потому что она там у меня одна осталась. Кажется, может быть, там где-то нужно было, но это не укладывается в мою гражданскую позицию, поэтому тяжело было промолчать. Как вы думаете, есть ли белорусы, которые из-за вашего творчества сидят за решеткой? Да. Как вы думаете, что это за случаи могут быть? Ну, если банально, признаны клипы ведь экстремистскими, и если они экстремистские, значит, за них можно присесть. Вы бы спели хвалебную песню о Лукашенко за 300 000 долларов? Нет. Вы считаете Киркорова талантливым исполнителем? Да. Если бы сейчас поступило предложение записать песню с Киркоровой, то вы бы согласились? Нет. Ці ёсць беларусы, якія праз вашу творчасць сядзяць за кратамі? Возможно, да. Есть же поклонники, которые слушают песни благодаря вот как это моей такой гражданской позиции. Возможно, я на что-то их там вдохновил. Не исключено. І наш поліграф вам вірить. Як ви лічыце, ці шмат таких людей? Я думаю, нет. Не очень много, но, возможно, и есть. А што вы адчуваеце, калі вы аб гэтым думаеце? Ну, какая-то ответственность, конечно, есть. Мне неприятно, что так случилось. Вот. Хотелось же как лучше. А вы былі б гатовыя неяк змяніць сваю творчасць, змяніць свой рэпертуар дзеля таго, каб, напрыклад, гэтыя б людзі выйшлі? Ну, если бы мне сейчас сказали, допустим, там волшебник какой-то пришел, не кто-то из провластных там органов, а вот, допустим, там благодаря вот волшебству какому-то вот ты забываешь свои песни и, допустим, все политзаключенные выходят, я бы согласился. Вы праспявалі хвалебную песню пра Лукашэнку за 300 000 долларов. Да нет. Вы б сапраўды б не праспявалі б. А за якую іншую сумму праспявалі? Просто для меня это вообще не укладывается ни в какие понятия. Но это ж юмор, шутка. А если это на самом деле серьезно, поменять свою позицию и вот так вот полностью отдаться, ну это ж клеймо на всю жизнь, и я не понимаю. Калі б вам цяпер прапанавалі запісаць песню з Кіркоравым, пагадзіліся б? Сейчас нет. Но вообще он прикольный, у него песни там. Я помню, как кассеты его продавал в глубоком детстве. І наш поліграф вам вірить, ви сапраўды цяпер бы не пагадзіліся б запісаць песню з Кіркоравым. А пры якіх умовах вы б пагадзіліся? Не, ну сейчас, естественно, я бы не записывал бы вообще ничего. То есть с тем, кто поддерживает, тем более там, Путина, Лукашенко. Путина, да, и всю эту военную операцию специальную. Ну, что он открыто, как бы, ну, это не скрывает. Ну, и, возможно, в прошлом бы, да, хотел, или там, даже в будущем уже, наверное, нет, к сожалению. Творчество отравлено, я называю это так. А ці ёсць расійскія артысты, якія падтрымліваюць Пуціна, але вам падабаецца іх творчасць? Возможно, подобалось раньше, там, Ария та же, или там Агата Кристи. Хорошие уже у них песни были. Зараз яны ў адзін момант сталі... Да, отравлены. Вы жалеете о том, что стали музыкантом? Нет. Вам достаточно теперешнего заработка? Да. В вашей жизни деньги на первом плане? Нет. Ваши доходы сейчас больше, чем в Беларуси? Нет.
Ці шкадуеце вы, што сталіся музыкам? Нет, ни капельки. І наш поліграф вам верыць. У вас ніколі не было думак змяніць вашу працу, стаць кемсьці іншым? Ну, иногда мне хочется, не знаю, пойти плитку тротуарную проукладывать, только для того, чтобы вдохновиться на новые песни. Сапраўды? Ну да. Я помню, даже хотел пойти там встроить трест номер 8 на месяцок. Чаму не пайшлі? А кто-то меня отговорил, я не помню. Просто папрацаваць хацелі? Ну да. Когда летом классно, они такие все загорелые, мышцатые, укладывают плитку тротуарную, вообще замечательно. Физический труд облагораживает немножко. Гэта адзіны такі момант, калі вы думалі змяніць працу? Да. Мгм. Моцна. Или на кране, допустим, поработать. Ну, там нужно права. Нужно категорию сдавать. Вы цікавіліся? Да, я все узнавал. Но это очень романтично. А у чым романтика? Ну, ты прям весь мир видишь с высоты, и там что-то там. Увесь свет. Да, весь свет, правильно. Ці дастаткова вам цяперашняга заробку? Ну, можно было бы и больше, конечно, но хватает. Наш поліграф вам верыць? Ці на ўсё хапае сапраўды? Ну да. Ну я, скажем, не такой транжира. Просто у меня все есть. Я не знаю, чем мне хотеть. А колькі у вас атрымліваецца штомесяц? Допустим, 1000 евро, я не знаю, куда мне их засунуть. Ну, Не так, ведаеце вот. вы куды? Ну да, ну могу направить, конечно, но это будет как в пустоту или там на какие-то ненужные вещи. А купить квартиру за эти деньги не купишь. У вашым жыцці грошы на першым плане? Нет. Наш поліграф вам верыць. То бок грошы для вас гэта не галоўнае? Они должны быть, но так, чтобы о них не думать. У меня сейчас такая ситуация, что я не думаю о деньгах. Як Они так есть жыць и- і не думаць наконт Ну, потому свайго что они заробку? есть, как бы вот. Они есть, и я про них забываю. Вы шчаслівы чалавек, сапраўды. Спасибо. А ваш заробак цяпер больше, чым у Беларусі? Нет, конечно, нет. Тут ограниченное количество белорусов, к сожалению. И на концерты меньше приходит людей, чем они ходили в той же Беларуси. Наш поліграф вам верыць. А вось наколькі заробак зараз менш, чым у Беларусі? Ну, раза два точно. То бок у Беларусі вы зусім не думалі наконт Там грошай. вообще никогда не думал, вообще ни о чем. Скажите, вы считаете себя звездой? На улицах Наверное, да. узнают. Ну да. А как вы считаете, у вас когда-нибудь была звездная болезнь? Нет. Было ли такое, что вы пользовались своей узнаваемостью в каких-то корыстных целях? Напиться, допустим, на халяву где-нибудь в баре. Подлечить там маму, допустим, где-нибудь в поликлинике. Вы считаете себя самым знаменитым человеком Бреста? Уже да. І наш поліграф вам не верыць. Ну, после 2020 года, возможно, и да. Но у нас есть более знакомитые, там, фонарчик тот же, который фонари зажигают, его вообще все знают. Там не только брещане даже, а там близлежащие, там, населенные и все в столице знают, что у нас есть такой фонарщик. И он узнаваемый, он такой бодрый, такой мужчина, как бы, можно даже сказать, чуть-чуть пожилой. И вот он очень знаменит в Бресте. Ці была у вас зорная хвароба? Я не знаю, что это такое. А як вы лічыце, што гэта такое? Когда ты, не знаю, чураешься своих поклонников, и они недостойны тебя. Ну, наверное, так. І наш поліграф вам верыць. У вас сапраўды не было зорнай хваробы. Вы сябе адчуваеце зоркай? Да. Потому что даже тут на каждом углу фотографируются и берут автографы. А вам прыемна? Конечно. Які у вас адчуванні? Ну, нормально, мне приятно, если человеку приятно. Он сделал себе фотографию на память. Ну, это классно. Тем более он улыбается. Вы калісьці адмаўляліся фатаграфавацца? Ну, если кто-то нагло что-то пристает, там, ну, это очень редко бывает. А вось па вашых меркаваннях, хто з беларускіх артыстаў хварэе на зорную хваробу? А я, может, ясно говорю, он потом обидится. Да не. А потом человек подумает, что, блин, я ж не звездный никакой, Не, что он ну меня в гэта ж звездности ваше обвинил? меркаванне. Ну, оно у каждого присутствует в какой-то степени там у всех. Мы все как будто бы наравне приблизительно. И все относятся ко мне так с уважением. И с таким, что вот Юра, вот у него там статус такой.
И говорить о том, что они недостойны меня или там, ну, понимаете, когда ко мне относятся хорошо, мне тяжело различить людей и тяжело им дать какие-то имена. Все относятся хорошо, и поэтому я не могу говорить о том, что, ну, как-то оценивать их. У пачатку нашої розмови у вас був некий музика, про якого ви подумали. Ну, возможно, я какое-то детство вспомнил, что я, может, кому-то позавидовал, возможно, что он, типа, он со звездной там. Когда-то давным-давно, когда мы, еще не оперившись, мы сделали концерт, и помню, мы играли на разогреве у команды «Нейродюбель», и помню, нам дали там буквально полчаса поиграть, и то и минут 20 вообще. А сами потом сделали антракт в полчаса и сами играли час или полтора. И мы подумали, какая дискриминация. И почему это могло быть? Ну, возможно, это был такой разогрев какой-то. Ну, тогда мне, короче, климануло, что нам казалось, что, блин, это ж рок-н-ролл. Там. Ці користаєтеся ви своєю познавальністю у корисливих метах? Если люди сами проявляют какую-то инициативу, допустим, или там чем-то помогают, почему бы не воспользоваться? Ну, когда мне говорят, там, не надо, Юра, платить ни за что, спасибо тебе большое, там, ты в 20-м уже заплатил, и я как бы говорю спасибо, мне приятно, ну и все. Ви адказалі так, але у нашага поліграфу ёсць сумневы, мабыць, нават з-за таго, што вы лічыце, што гэта нармальна. Да, даже если я лечу, что это нормально, мне кажется, это нормально. Если бы, допустим, я вот с любовью к вам относилась, и вам что-то нужно было от меня, я бы вас без очереди бы везде пропускал, Дякую. ухаживал бы. Дякую. Ну вот и все. А што прапанавалі? Вось як яшчэ карысталіся? Порой бывало там какие-то знакомые врачи, скажем, там, и не берут гроши. Да. Мимо кассы порой бывало проходил. А колькі ви бралі за рекламу? Денег? Так. Я не помню. Я обычно не деньгами брал, а, допустим, если там мне предлагают, вот давай там, мы сейчас магазин какой-нибудь прорекламим, они мне что-нибудь дарят, скажем, какой-нибудь, не знаю, для гитары штуковину, там шнуры какие-нибудь, еще что-нибудь такое полезное. Вы выступали когда-нибудь на провластных мероприятиях? Да? Вы когда-нибудь поддерживали политику Лукашенко? Нет? Вы когда-нибудь голосовали за Лукашенко? Да. Да, первый раз. Ну, потому что я так уверовал в него. Он такой был... А як гэта было? Я не помню. Помню, что я посмотрел кампания, которая от него, и вообще, то есть, на что он людям говорит, и что обещает, что там свободу, там СМИ. Ну, вы же видели эти видео, что мы не будем зажимать СМИ как можно, что у нас должны быть и независимые, там, ну, любые. Ну, и тогда на самом деле казалось, что этот человек там желает только хорошего и процветания, там, дорогу молодым, я не помню. Пару каких-то девизов было интересных у него. Вот, и поэтому, ну, и, по-моему, он первый выбор, возможно, выиграл честно. Калі ўсё змянілася? Калі змянілася ваше стаўленне да яго? Ну, я уже стал сомневаться, не помню, когда узнал, что пропали политические фигуры, там, Захаренко, Завадский, там, ну, очень много каких-то там таких личностей сильных. Сталі цікавіцца палітыкай тады? И то как-то мимо ушей. Я не сильно был вовлечен в это, и у меня не было какого-то наставника, который бы мне там объяснял, что к чему, где мы живем, поэтому не интересовался. И ближе уже к 20-м, вот тогда уже как-то все. Этим невозможно было не интересоваться. Ці падтрымлівалі вы калі-небудзь палітыку Лукашэнкі? Нет, никогда не подтрымливал. Я так, ну, понимал, что что-то тут какой-то обман весь. Вось і ў нашага поліграфу ёсць сумневы на гэтае пытанне. Пускай сомневается, я Мабыць, гэта з самога пачатку, калі вы галасавалі ну, за яго. возможно, да. Так? Ну, поэтому да. Но потом, ну, за что там подтрымливать, я не понимаю. Ці выступалі вы на праўладных эмпрэзах? Может, в году там 10-м или там 14-м, не помню. И то, да, и то это было, может, не какие-то провластные, а просто там День города. Ну, это же провластный, можно сказать. Но отказаться от концерта, там, засветить себя, лишний раз поиграть на сцене, это все так было интересно.
І у нашага паліграфу ёсць сумневы. Як вы лічыце, чаму? Мабыць, вы б наўпрост не думалі, што гэтыя праўладныя імпрэзы – гэта падтрымка рэжыму? Я не знала вообще, что это какая-то поддержка. Тем более тогда никто вообще ни о чем не думал. Это после 2020 года стало все понятно. Где черное, где там белое. А до этого момента все так было, все как-то непонятно. И тогда я не глубоко интересовался политикой. Поэтому для меня это был просто очередной концерт. Порадовать людей и себя показать. Скажите, у вас есть девушка или жена? Нету. Нету. Вы Нету. сейчас свободны. Мгм. Вы когда-нибудь встречались с несколькими девушками сразу? Да, Вы любите ухаживать за девушками? конечно же, да. У вас были когда-либо отношения с поклонницами? Постоянно. Раней у вас бывалі раманы з прыхільніцамі? Просто порой бывает тяжело разграничить, это прихильница или просто любовь. Былі? Были? Наш паліграф вам верыць. Мгм. А колькі разоў былі прыхільніцы, а колькі кахання? Считать? Ну, можам. Ну, я не помню, ну, допустим, 3. За ўсё жыццё? Або за месяц? Я, Тыдзень? я пос- Дзень? Ну, я не знаю, надо на полиграф садиться, чтобы все было по-честному. Ну, как бы есть практика, поэтому... Ёсць зараз практыка, або практыка Нет, была? сейчас нету. Была там вот там, в Беларуси как бы была там практика. Ну, как у всех людей, как бы я человек. Вам падабалася, калі вамі захапляюцца? Або вам падабаўся менавіта чалавеку? Нет, когда тобой восхваляются, это же говорит о том, что он к тебе хорошо относится. Это не обязательно там за какие-то заслуги восхваляться. Просто восхваляется за то, что я там, допустим, хорошо готовлю. Или, допустим, там, не знаю, там, у меня руки там с нормального места растут. Ну, вот так. Плюс еще музыкант, плюс еще, ну, успешный. И вот создается такой образ, за что есть, за что любить, как бы. Ці доўгія гэта былі стасункі? Ну, скажем, там, не знаю, как для кого, я не знаю, долго это, допустим, 2 года, это долго или нет? Ну, калі 2 гады з адной дзяўчынай, то так. Да, Сямейны порой чалавек. бывало такое, да. А вы зараз такое ёсць? М-м. Чаму няма? Ёсць нехта ў вашым жыцці? Нет, никого нету, но будет. Гэта былі ўсе пытанні. Дзякую вам вялікі, што вы сёння да нас прыйшлі і адказалі на гэтыя пытанні сапраўды шчыра. Гэта была праграма «Шчыра кажучы», я і вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Наступная паліграф пройдзе Александра Герасіменя, экс-старшыня Беларускага фонду спартовай салідарнасці. Сейчас вы жалеете, что выступали под красно-зеленым флагом? Виноваты люди, которые под этим флагом творят зло. Преступления, там, насилие, красное и зеленое. Ці лічыце вы, што былі улюбёную спартоўкаю Лукашэнкі? Это было реально выгодно. І зараз вы гэтым ганарыцеся. Считаете ли вы, что Фонд спортивной солидарности обманывает белорусских спортсменов? Власть и деньги – это большое испытание для каждого человека. Вы гордитесь, что танцевали с Лукашенко? Это ведь не просто гулянки, да, это обязательство вот, находиться там. Вы бы подали руку Лукашенко, если бы он тонул? Какой-никакой он тоже человек, да, хоть и сложно его так назвать. А вот в дальнейшем за руку, да, бы отвела бы туда, куда нужно.